Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем наше заседание Республиканского методического объединения преподавателей и организаторов УБЖ. Завершается год. Это был год начала работы Республиканского методического объединения. И наша задача сегодня подвести итоги работы и наметить основные направления работы на следующий учебный год. Было запланировано 4 заседания Республиканского методического объединения. Каждое заседание планировалось, что оно будет состоять из 4 пунктов. Но, как показало сразу же первое заседание, что тот план работы, который я наметила к началу учебного года, он нереально объемный, и выполнить его в тех условиях, в которых мы работаем, нашей большой загруженности, не представлялось возможным. Поэтому из 4 заседания мы с вами провели, и в каждом заседании был обсужден какой-то один из актуальных на данный момент вопросов. Ну, например, мы с вами обсуждали такой животрепещущий вопрос, как подготовка обучающихся к участию во Всероссийской предметной олимпиаде школьников. Мы обсудили роль портфолио в повышении профессиональной компетентности учителя, ознакомились с новым нормативным документом, который будет определять дальнейшее развитие учебной предметной области по ОБЖ. Так, и вот сегодня 4-е заседание, на котором мы подводим итоги, и я запланировала также дать краткую характеристику методического сопровождения учебного предмета по ОБЖ. Какие вопросы мы с вами не смогли осветить в ходе наших заседаний? Эти вопросы я потом вам покажу в конце нашего вебинара, и мы с вами, и потом уже вы можете предложить в письменной форме или по прямой линии сейчас высказать, какие еще направления работы нам нужно будет с вами определить. Но, в принципе, я так считаю, что мы выполнили наш план работы, ибо все заседания проходили в том ключе, который диктовало нам время, и они были своевременны. Следующим показателем работы РМО является педагогическая активность вас, товарищи, руководители методических объединений и рядовые учителя. Нужно сказать, что, к сожалению, не очень активно вы откликались на мои просьбы принять в той или иной степени участие в работе РМО. Ну, например, меня беспокоит тот факт, что методическая копилка наша осталась так пустой. То есть вот с июня по июнь никаких наших разработок методических не появилось. Но нужно сказать, что мы работаем активно в этом направлении, и я могу назвать некоторые фамилии наших педагогов, которые помогают мне в этом деле. Это в первую очередь Масло Вероника Станиславовна, преподаватель из города Ухты, извините, школу не написала. Вот. Она представляла для анализа рабочую программу учебного предмета ОБЖ для 10-11 класса. Мы поработали над этой программой, и Вероника Станиславовна внесла свои коррективы в содержание этого документа важного. Также Вероника Станиславовна присылала положение и содержание муниципального практикоориентированного конкурса по безопасности жизнедеятельности. Мы над этим положением тоже с ней работали, и я надеюсь, что она пришлет это положение, эту методическую свою разработку, и мы с гордостью поместим ее в нашу методическую копилку. Далее хочу поблагодарить Данченкову Наталью Константиновну, которая работает над программой по внеурочной деятельности команды 01. Мы тоже здесь вносили изменения в содержание, в структуру, в планируемые результаты, и Наталья Константиновна тоже, надеюсь, пришлет эту свою замечательную программу, и мы разместим ее в методической нашей копилке. Далее хочу поблагодарить Лещикова Сергея Александровича, который прислал
методическую презентацию к урокам по чрезвычайным ситуациям техногенного характера. И нужно сказать, что методические презентации, они также ценны, как и конспекты уроков или как технологические карты. Только к методическим презентациям нужно обязательно присылать сопровождение, характеристику методического сопровождения, чтобы было понятно, что хотел преподаватель получить в качестве результата, применяя данную презентацию к урокам. Нужно поздравить Сергея Александровича. В этом году он стал членом малого предметного жюри по ОБЖ республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Это, конечно же, знаковое событие в жизни любого педагога — быть членом жюри, а тем более республиканского уровня. Хочу также поблагодарить педагогов и методистов, которые откликнулись на мою просьбу и приняли участие в подготовке к муниципальному этапу Олимпиады. Прислали свои рекомендации Челанов Илья Николаевич, методист управления образования Усть-Куломского района, Кизяев Юрий Васильевич, учитель ОБЖ школы номер 35 Печорского района. После прохождения муниципальной олимпиады я также просила, чтобы вы проанализировали итоги муниципального этапа и прислали свои отчеты для того, чтобы затем можно было определить направление дальнейшей нашей работы. Благодарю тех, кто выполнил эту мою просьбу. Это Коптев Василий Николаевич, учитель школы номер 1 города Вуктыл, Чупров Юрий Ювенальевич из Мохчинской средней общеобразовательной школы Ижемского района, Крюков Николай Александрович, учитель средней общеобразовательной школы села Визинга, Виценко Маргарита Дмитриевна из Ударского района, Чаланов Илья Николаевич, Турышева И.А. из Кайгородского района. Пожалуйста, уважаемые коллеги, если вы потом представляете свои отчеты, то, пожалуйста, подписывайтесь полностью, имя и отчество. Нужно отметить, что в этом году ученик 9 класса Ухтинского лицея имени Рассохина Забаранок Владимир принимал участие во всероссийском этапе, федеральном этапе Всероссийской нашей Олимпиады по ОБЖ. Учитель Щетинин Олег Александрович. Нужно сказать, что приглашали также и ученика старшей возрастной группы Карманова Петра из средней общеобразовательной школы Усть-Нем, учитель Шишуков Владимир Георгиевич, но по какой-то причине старшеклассник, не смог поехать на эту Олимпиаду. Я, наверное, хочу даже сказать, что Щетинину Олегу Александровичу уже пора широко представлять опыт своей работы по подготовке школьников к участию в Олимпиаде по ОБЖ. Наверное, стоит его пригласить в следующий раз на наш вебинар. Или чтобы он предложил статью для обобщения опыта в журнале «Образование Республика» в Коме. Отрадно, что уже второй год учителя ОБЖ принимают участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». Данченкова Наталья Константиновна проложила нам уже дорогу, тропу, и в этом году принимал участие Осипов Олег из Зеленецкой средней общеобразовательной школы. И надеемся, что вот эта тропа, она у нас превратится в широкую дорогу, и каждый год учителя ОБЖ будут принимать участие в данном конкурсе. Все фамилии, кого бы я хотела назвать, тех товарищей, которые так или иначе приняли участие в работе Республиканского методического объединения. И по итогам работы всем товарищам, чьи фамилии перечислила, им будут выданы справки подтверждения об активном участии в жизни педагогического сообщества преподавателей, организаторов ОБЖ. И если эта активность она у нас не угаснет, не потухнет, то в дальнейшем Министерство образования и молодежной политики Республики Коми обещают выдавать и благодарность
также на официальном бланке. Ну а в этот раз вам будут высланы в формате PDF справки подтверждения о уровне вашей активности в работе Республиканского методического объединения. Еще раз благодарю вас за работу. Если в течение года произошли перевыборы руководителей муниципальных объединений учителей ОБЖ, то, пожалуйста, пришлите информацию мне о том, что нужно будет уже обращаться к кому-то другому для официальной рассылки какой-либо информации о наших с вами заседаниях. Так. Ну, а теперь остановимся на втором вопросе. Который я сегодня выношу на наше заседание. Это методическое сопровождение преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Я хочу обратить ваше внимание на журнал ОБЖ «Все для учителя». Этот вот журнал достаточно интересен. Он не такой наукообразный, как другие журналы. Ну, например, есть у нас научно-методический журнал ОБЖ, он достаточно высокого научного теоретического уровня. А вот этот вот журнал ОБЖ «Все для учителя», он конкретно отражает те интересы, которыми сейчас живет педагогическое сообщество нашей предметной образовательной области. И я вам буду называть некоторые статьи, которые, на мой взгляд, методического характера, помогут повысить уровень теоретических знаний по современному уроку. И вот первая статья, которая опубликована в журнале за 2017 год в номерах 7-8, страница 14-21, она так и называется «Современный урок от ученического «не хочу» до «знаю, умею, применяю». Ну, вам всем известен портрет современного выпускника школы и девиз у нас «Обучение сменился», не обучение на всю жизнь, а обучение через всю жизнь. И ученики должны получить навыки для того, чтобы учиться в течение всей жизни, критически мыслить, уметь работать в команде, общаться в многокультурной среде. И вот предлагаются алгоритмы действия учителя в следующих ситуациях. Ну вот, например, дети не мотивированы к учебе. Какой интересный прием предлагается? Сейчас обсуждается такая технология, как перевернутый класс. Перевернутый класс – это такая педагогическая модель, в которой типичная подача учебного материала и организация домашних заданий представлены наоборот. Учитель ученикам предлагает дома просмотр каких-либо, например, видеоматериалов, прочтение интересных текстов, связанных с жизнью, а на уроке предлагается обсуждение просмотренного, прочитанного, или в ходе беседы, или сейчас говорят не беседа, а учебный диалог, потому что в ходе такого общения двустороннего происходит развитие обучающихся, у них формируются коммуникативные умения, у них развивается умение слушать в процессе анализа и так далее. И вот как раз в ходе применения такой вот технологии, как перевернутый класс, позволяет сэкономить время на уроке, сэкономить учебное время. То есть то, что мы бы рассказывали на уроке или показывали бы какой-то видеоролик на уроке, это ученик выполняет в домашних условиях, а на уроке происходит обсуждение уже. Но данная технология, она требует определенного алгоритма действий, и вот данный алгоритм, он представлен в данной статье.
Следующий прием, следующая проблема – это отказ отвечать у доски или вообще отвечать. Как можно решить такую проблему? Ну, в данном случае предлагается такой вариант, такой подход. Если ученик не хочет отвечать учителю индивидуально, то, может быть, тогда он будет отвечать в группе. Для решения проблемы по запоминанию учебного материала предлагаются такие вот интерактивные технологии, как проведение флешмобов, квестов, реализация проектов. Но эти технологии для нас уже не новы. А вот технологии ученики не умеют применять полученные знания в повседневной жизни. Конечно же, вот это вот очень важно, чтобы дети поняли, что те знания, которые они применяют, действительно пригодятся в жизни. И в данном случае эта проблема, конечно же, будет решаться только через организацию практической деятельности. Повышению познавательного интереса способствуют все перечисленные технологии и формы, ну а также привлечение школьников к постановке целей, выдвижению гипотезы и постановке задач. Ну, вот здесь вот как раз в этой статье все это очень хорошо просматривается. Можете с ней ознакомиться. Урок ОБЖ, конечно же, ценен тем, что ученики приобретают целый ряд практических знаний. И вот как раз в данной статье журнал номер 10, 2017 год, рассматривается системно-деятельностный подход в обучении практическим умениям и навыкам на уроках ОБЖ. Немаловажно вспомнить методические принципы в преподавании, методику обучения практическим навыкам, и раскрываются особенности системно-деятельностного подхода. Ну, как нужно вспомнить, что системно-деятельностный подход – это методологическая основа реализации нового федерального государственного образовательного стандарта, базирующаяся на системе универсальных учебных действий. Большое внимание уделяется формированию такого коммуникативного умения, как работа в группе. И в этой статье вы найдете рекомендации, как планировать работу группы, как планировать групповую работу, потому что такая работа организуется не спонтанно. Нужно проанализировать всю тему и выбрать тот материал, где групповая работа будет наиболее эффективна. Принципы формирования групп. Ну вот, например, группы не должны быть статичными, группы должны меняться, строиться как по смешанному принципу, так и по гомогенному принципу. Необходимо продумать приемы организации обратной связи и как группа будет отчитываться по проделанной работе. Предлагается методика проведения мониторинга групповой работы. Статья интересна тем, что она сопровождается таблицами, в которых предлагается классификация учащихся по типу темперамента, по типу восприятия информации. Нужно сказать, что чем ценна такая статья, тем, что она носит не такой вот обобщенный педагогический характер, а автор привязывает эту статью к преподаванию предмета. Опыт проведения уроков и стаж педагогической работы у нас у всех самый разный. И возможно, что мы совершаем в своей работе различные ошибки. И предлагаются некоторый перечень данных ошибок и способы их устранения. Ну, например, вот как порой некоторые учителя весь урок разговаривают, причем демонстрируют свой высокий уровень теоретической подготовки, и детям становится в таком случае неинтересно, и
непонятны некоторые слова, которые употребляет преподаватель. Отсутствие чувства такта не часто, но встречается. Конечно, очень важно знать индивидуальные особенности учеников, и вот как раз-то в предыдущей статье, которую я вам называла, так, организация групповой работы, там вот и имеются, еще раз повторяю, таблицы, которые характеризуют учащихся по способу восприятия информации. Как избежать оценку учащихся на основе личного отношения к ним, тоже мы найдем в этой статье. Как решить проблему неприятия учениками материала урока? То есть детям вообще не интересно, что мы им сообщаем. Ну и как заинтересовать? Приемов тому очень много, начиная даже та же самая групповая работа или организация каких-то проблемных ситуаций, проведение интерактивных занятий. Ну, каждый найдет, учитывая вот то огромное методическое сопровождение предмета и вообще в целом педагогические технологии очень много сейчас описывается. Каждый из вас найдет что-то, то, что применимо к данной школе, к данному вашему региону. Особенности изучения основ военной службы. Я думаю, в данном случае поможет статья «Психологическое сопровождение до военной подготовки». В данной статье вы найдете конкретные рекомендации, вот как провести упражнения по сплочению команды, так, по определению портрета военнослужащего, по определению личностных качеств школьника. Вот упражнение «Круг выдержки» довольно-таки очень серьезное такое упражнение. Детям здесь рекомендуется провоцировать себя на какое-то такое вот ответное действие в ответ на какие-либо выпады. Задача человека вывести первого вербальными и невербальными способами из состояния равновесия, не подключая физические прикосновения. Довольно-таки очень жесткое задание, ну, интересно бы его попробовать на практике. Да? Так, упражнение «Я достоин служить Родине», потому что, ну, допустим, вы заканчиваете очередные свои военно-полевые сборы, и можно провести вот такое вот психологическое упражнение. Интересная статья, которая тоже носит практикоориентированный характер. В журнале уже за 2018 год имеется учебная методическая разработка соревнований «Школа безопасности». Ну вот как раз Вероника Станиславовна, она проводит подобного рода мероприятия уже в течение нескольких лет, но опыт-то у нас у всех разный, и можно также ознакомиться с данным конспектом. Ну вот на этом заканчивается у меня обзор журнала «Все для учителя ОБЖ». Я выбрала только некоторые статьи, и если вас заинтересовало что-то, то вы сможете ознакомиться более подробно с содержанием этого журнала. Здесь мы найдем также и методические разработки в форме технологических карт. Но те технологические карты, которые здесь представлены, они меня не очень удовлетворяют, потому что там совершенно отсутствует предметная составляющая. Найдем различные рекомендации, как провести уроки по пожарной безопасности, по занятия по формированию безопасного поведения на дорогах, по здоровому образу жизни. Ну, то есть журнал, он максимально приближен к практике. Перейдем к характеристике некоторых учебных изданий, пособий. Ну вот, например, очень актуальное, на мой взгляд, пособие – это формирование культуры безопасной жизнедеятельности. Потому что цель наших уроков, цель уроков по ОБЖ – это не просто дать знания, мы сейчас уже так не говорим, дать знания, а цель
Это формирование культуры безопасной жизнедеятельности или безопасности жизнедеятельности. И в этой книге предлагаются задания. Во-первых, здесь предложены критерии оценки и показатели уровней сформированности культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. Ну вот, например, предлагается уровни средний, низкий, высокий, но это в основном традиционная такая градация сформированности уровней чего-либо. Ну, а самое это ценное то, что здесь предлагаются тесты с анализом ответов. Вот это вот уже более так практика ориентирована. Программа изучения параметров психологической безопасности, блок мероприятий по формированию культуры безопасного поведения в сети интернет, так, изучение... Так, интересно здесь, что я сделала закладку. Методика изучения социализированности обучающихся. То есть вот здесь вот как раз предложены конкретные рекомендации и тот инструмент, используя который мы сможем определить уровень культуры безопасности жизнедеятельности. Следующая книга под редакцией Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации». Что здесь интересного? Также имеются психологические тесты для контроля качества знаний после изучения модуля «Основы медицинских знаний» и по основам военной службы. Так. И рекомендации по материально-техническому и методическому обеспечению предмета ОБЖ. Четко все перечислено, какие технические, экранные средства обучения должны быть, модели, тренажеры. Но не будем забывать, что концепция развития учебного предмета ОБЖ, она предусматривает развитие интерактивной среды школы и приобретение новых виртуальных моделей, 3D-тренажеров. То есть довольно-таки очень серьезное обновление должно произойти нашего учебного предмета. Ну, пока вот этих вот новшеств здесь нет. Ну и говоря о принятии концепции, она должна быть принята 25 мая на коллегии Министерства образования Российской Федерации, но, видимо, в связи с тем, что происходит сейчас реорганизация этого министерства, возможно, не то что возможно, принятие концепции будет отодвинуто. Но даже в самом проекте написано, что она будет внедряться в жизнь с 1 сентября 2018 года. Так, следующее учебное пособие – это «Основы безопасности жизнедеятельности по урочной разработке». Ну, по урочной разработке здесь представлены примитивно. Цель урока написана, она не соответствует требованиям стандарта. Какие УУД здесь нужно использовать для того, чтобы достигнуть планируемых результатов обучения, тоже нет. Но чем эта книжка мне понравилась? Тем, что здесь на примере 10-11 класса предложены личностные результаты обучения, личностные, метапредметные и предметные, и указаны, какие параграфы этому будут способствовать. Вот это является достоинством этого учебника, этого пособия. А конспекты уроков здесь по старинке сделаны, неинтересно. Программа Алексеева «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс». Так, книжка новая, можно сказать, 2015 года. Что здесь интересно есть? Так, здесь дана классификация типов уроков, предложена типология уроков со структурой. Порой, когда рассматриваешь портфолио,
предлагается конспект урока или технологическая карта, структура урока практически отсутствует. Там кроме приветствия и изложения материала, дачи домашнего задания ничего нет. Вот в этой книге Алексеева предлагается типология уроков с рекомендуемой структурой. И также имеется планирование, пример планирования с указанием результатов обучения. Вот это вот является достоинством данного пособия. А потом, опять же, уроки идут, предложены рекомендации по старинке. То есть пока еще у нас в ОБЖ, так как это самый молодой предмет, я вам говорила, да, мы там всего-то сколько лет? Чуть больше 25, да? Пока еще нет таких вот фундаментальных работ по методике урока. Но так как сейчас эти подходы, они будут и так меняться, то есть книг, методических рекомендаций конкретных мы не дождемся в ближайшее время. Нет. Ну вот это вот краткий обзор методической литературы, который вам рекомендуется посмотреть. Ну, конечно, вы люди грамотные и сами также работаете с сайтами, необходимыми для преподавания предмета, и находите необходимую информацию. Вам предлагается возможность публиковаться на более высоком уровне, нежели это, например, там инфоурок или еще другие издания. Так. В журнале «Все для учителя ОБЖ» за 2018 год, первый номер, имеется статья, в которой изложены требования для работы над текстом публикации и как вообще опубликовать свою статью в этом журнале. Потому что, ну, кто знает этот журнал, он довольно-таки очень простой, и в нем предлагаются самые такие вот обычные, достойные разработки практикующих учителей. Если мы зайдем вот на сайт основа.com.ru, так, то там мы легко найдем наш журнал и сможем дальше ознакомиться с требованиями, которые предъявляются для публикации. Я всегда призываю к тому, чтобы учителя публиковались, чтобы транслировали свой педагогический опыт. Ну, может быть, начиная хотя бы с РМО нашего. Обсудим направление работы РМО на следующий учебный год. Я сюда, на этот слайд, вынесла те позиции, которые не смогли быть реализованы в текущем учебном году. Так вот, в процессе текучки они у нас не были рассмотрены и подготовлены. Но то, что традиционно остается подготовка обучающихся к участию во Всероссийской предметной олимпиаде школьников, это мы оставим. И вот моя мечта – это организация предпрофильной подготовки и профильного обучения по учебному предмету ОБЖ. Если у кого из вас имеется опыт реализации этого направления, так, то, пожалуйста, напишите мне письмо, мы с вами обсудим, как же дальше развивать это направление работы. Организация проектной научно-исследовательской деятельности учителя ОБЖ. Здесь я хочу отметить, что это проектная деятельность не обучающихся под руководством учителя по ОБЖ, а именно деятельность самого учителя. Ибо это один из пунктов портфолио, который практически слабо реализуется, и поэтому учителя теряют баллы. Трудно получить более высшую квалификационную категорию. Так. Современные педагогические образовательные технологии в обучении ОБЖ. То есть технологий педагогических очень много. Как применить их в практике преподавания предмета? Какие педагогические технологии будут целесообразны на каждом этапе урока? Следующий вопрос – это содержание и структура контрольно-измерительных материалов по ОБЖ.
Тоже остался этот вопрос у нас не раскрытым, потому мы планировали, по крайней мере, обсуждали проблему, что необходимо разработать на республиканском уровне единые задания для промежуточного контроля или тематического контроля знаний. Данная тема остается актуальной, потому что педагогические тесты, которые составляют контрольно-измерительные материалы, они являются основой олимпиады школьников. Кроме того, в концепции сказано, что в связи с выделением ОБЖ в отдельную предметную область, в связи с тем, чтобы реализовать требования итоговой государственной аттестации по всем предметам, и в-третьих, то, что ОБЖ является, безопасность жизнедеятельности является базовой дисциплиной по ряду направлений профессиональной подготовки в вузах, планируется введение единого государственного экзамена по ОБЖ. И я надеюсь, что эта позиция в концепции, она останется, и учащимся и учителям, у учащихся и учителей появятся более другие мотивы более высокого порядка и в преподавании, и в изучении данного предмета. Ну, вот такие направления работы я планирую вынести на следующий учебный год, и очень надеюсь, что вы откликнетесь на эту простую такую вот просьбу и внесете свои коррективы. Также в следующем году мы сможем рассмотреть только один вопрос на заседании РМО, максимум 2, если они будут недостаточно объемными. Я, конечно же, жду вас, чтобы вы тоже принимали участие в проведении заседаний, хотя бы тех преподавателей, которые находятся в такой достаточной доступности. Гардкировский район, Сыктывдинский район, Усть-Куломский район тоже может приехать. Пожалуйста, чтобы действительно у нас было живое общение. И мы тогда сможем больше показать опыта, достижений учителей нашей республики. Также, опять же, продолжаю призывать к тому, чтобы вы присылали свои методические разработки. Так. Если прошли перевыборы председателей муниципальных методических объединений, то сообщите, пожалуйста, пришлите информацию, то есть о себе, полностью фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон и адрес электронной почты, пожалуйста, пришлите личные для того, чтобы поддерживать оперативную связь. А то ведь иногда бывает так, пошлешь на электронную почту школы, пока найдут учителя, пока передадут, время уже проходит. Ну и, конечно же, пожалуйста, сообщите о себе, транслировать какой педагогический опыт, свой личный или своего методического объединения, в целом методического объединения, вы готовы. На этом я заканчиваю наше с вами заседание и буду ждать ваших сообщений, ваших писем, ваших отзывов. А впереди у нас что? Отпуск, так? Поэтому желаю всем хорошо отдохнуть и приступить к новому учебному году с полными сил, творческих замыслов. Всего вам хорошего. До свидания.